что 18 минут назад мы несанкционированный вход в ваш Сбербанк онлайн по геолокации с города Владивосток. Так как ни единая информация о городе Владивосток в ваших данных не указана, операция показалась подозрительной. Скажите, пожалуйста, у вас есть доверенные лица в городе Владивосток, которые могли бы воспроизвести данный перевод? Ну там тетя вроде живет. Она имеет доступ к вашему Сбербанк онлайн? Да, не знаю. Может, имела когда-то, сейчас не знаю. То есть, Давно? Давно это было? Нет, 18 минут назад. Ну, давайте я ей сейчас позвоню. Илья, дело в том, что в данный момент мы фиксируем мошеннические действия в отношении ваших счетов, так как операция максимально подозрительная. Нет, а что они сделали с деньгами? В смысле, сняли, что ли? Пытаются снять. То есть в данный момент они находятся на ячейке хранения нашего банка. Не переживайте, здесь с ними все хорошо. Никуда они не ушли, но необходимо ваше подтверждение или же отказ. То есть если же вы не знаете о данном переводе, то каким образом ваша тетя может переводить денежные средства и то есть владеть всем вашим Сбербанком онлайн? Ну, сейчас я ей попробую, позвоню, потом вам перезвоню тогда. Давайте мы с вами свяжемся в течение скольки минут? Если у нас односторонняя связь. Ну, я сам позвоню тогда, как смогу. Понимаете, эту операцию нужно решить в течение 30 минут. Ну, вы же говорите... Ваша карта заблокирована. Сейчас... А у меня, в смысле, даже Сбербанк онлайн сейчас не заходит? Смотрите, нет, он заходит, никаких изменений не будет, но его работа в данный момент приостановлена. То есть, давайте мы приостановим данную операцию, вернем вам ваши денежные средства, после чего вы свяжетесь со своей тетей и уточните, то есть совершали они данный перевод или нет. Ну, давайте я с другого номера позвоню. Эльвира, дай-ка телефон, а? Дай я позвоню. Фейр взял пора. В данный момент, то есть я направлю вам смс-уведомление с официального номера 900 с неким кодом протекции. Его никому не разглашайте. Это ваша конфиденциальная информация, которую никто не должен знать, кроме вас. Информация вам ясна? Да. Я направил смс-уведомление, ознакомьтесь, пожалуйста. Чё это, чё? Кто это кинул? Угу. Да. Также необходимо пройти процесс идентификации как клиента нашего банка. То есть это подразумевает под собой то, что мне как сотруднику банка необходимо удостовериться, что вы действительно являетесь настоящим владельцем данных карт, а не третьим лицом. Также для того, чтобы я нашел вас у нас в базе данных. Скажите, пожалуйста, как вам удобно пройти процесс идентификации? По номеру пластикового продукта, то есть любого пластикового продукта, который зарегистрирован именно на ваше имя, для того, чтобы я нашел вас в нашей базе данных. Или же по номеру договора с нашим банком. А зачем это? Процесс идентификации проходится для того, чтобы я удостоверился, что в данный момент общаюсь не с мошенником, то есть с настоящим владельцем данных карт. Это исключительно по регламенту. Ну, понятно же, что это я уж, раз вы мне звоните. Нет, смотрите, вам никаких смс-уведомлений по расписанию не поступало, верно? Нет. Я вам объясню таким образом. То есть мошенники, завладевшие вашим Сбербанком онлайн, перерисовали все номера и смс-уведомления на свой мобильный счет. Так вот же вы же отправили, вот же смс, вот же пришло. Почему я могу быть уверен, что вы не переадресовали мобильный звонок? Извините, но у нас ужесточенный. Как вас как зовут? Меня зовут Виктор. А вы сейчас с какого города звоните? Город Москва. Главное отделение. Ну, Виктор, давайте заблокируем карту, наверное. Я потом в банк схожу, там мне скажут, что делать. Смотрите, я заблокировал, простите, вам вашу карту. То есть в отделении банка вас только проконсультируют. То есть скажут, обратитесь на службу безопасности, то есть решите данную проблему, чтобы вам вывели денежные средства с ячейки хранения, то есть перевели обратно на вашу карту. То есть вам в любом случае придется обратиться в службу безопасности. Но в данный момент, если же я вас не идентифицирую как настоящего владельца нашего банка, мне необходимо будет подтвердить данный перевод, так как я не уверен,
уверен, что вы действительно являетесь настоящим владельцем карты. Понимаете, я не запрашиваю у вас никакой конфиденциальной информации или же информации, которая могла бы вам навредить. То есть номер вашей пластиковой карты не является конфиденциальной информацией. Вы предоставляете номер пластиковой карты и все данные о карте в различных интернет-платформах, то есть оплачиваете интернет-покупки, передаете его друзьям, знакомым, третьим лицам для перевода денежных средств. Также оплачиваете пластиковым продуктом, то есть покупки в продуктовых магазинах, также и вещевых. Информация, которую вы мне можете предоставить, вам не навредит. Тем более в моей компетенции вам помочь. Ну, вы же говорите, там деньги не сняли в итоге, нет? Смотрите, с вашего пластикового продукта они в данный момент не ушли. Но воспользоваться вы ими не сможете, так как они находятся на ячейке хранения банка. Сейчас я зайду-ка посмотрю на это Сбербанк онлайн свой. Посмотрите, нет, они у вас будут отображаться, естественно. В данный момент это ваши денежные средства, но просто воспользоваться вы ими не можете. Я сейчас попробую переведу на другую карту, сейчас попробую переведу. Пожалуйста, в данный момент не воспроизводите никаких операций в вашем Сбербанке онлайн, так как им владеют мошенники. Пожалуйста, без каких-либо операций не совершайте ничего, пожалуйста. Ну, вот же как смотреть, 36 тысяч у меня здесь все так же стоит. Я вам об этом же говорю, но 4700 у вас там отображается. Но воспользоваться вы, пожалуйста, вы ими в данный момент не можете до окончания нашей сессии. Я сейчас не могу, что ли, перевести их никак? Вы можете их перевести, конечно можете, но, пожалуйста, не совершайте никаких действий в своем Сбербанке онлайн. В данный момент им владеют мошенники. У меня вроде... ну, когда же там вход, там же вроде сообщение должно приходить. У меня что-то не приходило ничего. Я вам объясняю, почему вам не приходило. Так как они переадресовали все уведомления на свой мобильный номер. Они вам не поступают, а поступают третьим лицам. Угу. Илья, давайте пройдем процесс идентификации. Я вас идентифицирую, переведу на старшего специалиста, который разблокирует вашу карту. Да у меня дело в том, что карты, ну, я не знаю, где она. Она вроде... В вашем Сбербанке онлайн вы же имеете вход в него, верно? В данный момент в него входили, у меня отображается информация. Да. Можете зайти в информацию о картах, то есть вся информация о картах там предоставляется. Я готов фиксировать номер пластикового продукта или же номер договора, как вам удобно. Что-то я тут не разберусь, что-то. Илья, давайте я вас идентифицирую, переведу на старшего специалиста, более квалифицированно. То есть он вам все подробно объяснит, то есть проинформирует вас, решить данную проблему. Ну давай. В данный момент, да, я готов фиксировать номер вашей пластиковой карты. То есть заходите в информацию о картах, там вам предоставится вся информация. Я готов фиксировать номер вашей пластиковой карты. Нет, а которая карта? У меня тут две так-то. Любая карта. То есть лишь бы она зарегистрирована на ваше имя. Именно поэтому я смогу вас идентифицировать. То есть и найти в нашей базе данных. Ну, давайте. Ну, я только номер карты могу сказать. Я готов фиксировать. 4276 Далее. 3300 Далее. 3826 Далее. 1548. Также, пожалуйста, укажите, до какого года активен пластиковый продукт. 1121. Я зафиксировал данную информацию. В данный момент я направляю вашу карту на проверку. Мы ждем ответа. Этим временем, чтобы не терять время, то есть мы заполним заявку в финансовый отдел. Также я ее направлю для проверки. Я задаю вопросы, вы просто отвечаете. То есть максимально примерно, то есть не уточняйте. Вклады, сберегательные счета в нашем банке имеете? Нет.
Также мне отображается информация, что наш банк предлагал вам кредитную карту. Вы получали ее в отделении банка? Нет. А также, пожалуйста, укажите примерную сумму на пластиковом продукте, который вы мне указали, до списания 4700 рублей. То есть примерно Ну, для финансовых дел. я точно не помню, но вот я зашел, 36 там и было вроде. 36 тысяч рублей. То есть это пластиковая карта МИР, я так понимаю, верно? Да, да. МИР, Я не знаю, это, короче, с работы дали. я вас понял. Так, одну минуту. Что там? Смотрите, в данный момент пришел отрицательный ответ, так как вы неправильно указали номер пластиковой карты. Давайте перепроверим с ваших слов. Вы диктуйте, я перепроверяю. Ой, короче, все, давайте я в банк пойду, там все сделаю. У меня сейчас времени нет. Алло, Илья. Перепроверьте, пожалуйста, номер своей пластиковой карты. Нет, давайте 86. я в банк пойду, сейчас все сделаю там. В банке вам не помогут. Вам необходимо обратиться на телефонную службу безопасности, вы понимаете? Ну, Я вам это уже объясняю третий раз. В данный момент я с вами связался уже. Так как в данный момент мы с вами общаемся, понимаете, 12 минут. У нас осталось мало времени для того, чтобы решить данную проблему. Это в данный момент, если же все будет хорошо проходить, это не займет более 10 минут. То есть я пытаюсь вам помочь, это мои компетенции. ну, Давайте перепроверим, нет, пожалуйста, вашу карту. у меня банк реально вот здесь только рядом. Я сейчас схожу быстренько и потом позвоню, если что, еще раз. Илья, я вас понимаю, но мы подозреваем, что компрометация ваших данных была именно с отделения банка. То есть кем-то из сотрудников. В смысле, так тоже может быть, что ли? Все может быть, это уже не впервые, поверьте. Блин, а. Нет, я сейчас попробую, короче, деньги свои на карту жены перекину. И посмотрим, если они туда перейдут, то все нормально тогда. Илья, вы меня слышите? Да, да. Мне, как сотруднику службы безопасности, необходимо вас идентифицировать. В данный момент никаких операций в своем Сбербанке онлайн не совершайте. Сейчас я... Ради безопасности ваших денежных средств. Пожалуйста, ну в вот. данный момент ничего не совершайте. Что, перевести нет, как думаешь? Давай переведу. Нет. Нет, если я не переведу... Илья, алло. Ну, нет, он говорит, не переводи. Ну, мы попробуем, посмотрим, что будет. Алло, Илья. Да, да. Алло. Давайте перепроверим номер вашей пластиковой карты. 4276. Верно? Да. 3300 3826 1548. В смысле, Верно? 27. 27, 15, 48. 27, простите. Ну, ладно, я пошел в банк. И вы можете позвонить мне тогда позже? Одну минуту. 38 27 15 48. Ну вот я деньги перевел, они переводятся. Вот же, перевел я деньги. В данный момент произошла компрометация ваших данных. Ну, в смысле, я вот перевел, вот деньги отправлены, все, пошли они. Я вас прекрасно понимаю. Ну все тогда, пусть они там ничего не снимут уже. Я вас прекрасно понимаю. Одну минуту. Алло, Илья. Да. В данный момент была подана заявка на кредитование на ваше имя. То есть мошенники в данный момент, видимо, пытаются взять кредит на сумму 180 тысяч рублей на ваше имя.
А как они без паспорта могут взять? Они подали заявку с вашего Сбербанка онлайн. То есть так же самое, как вы в данный момент можете ее заполнить. Это буквально делается около нескольких минут. Поэтому, пожалуйста, давайте я вас идентифицирую и переведу на старшего специалиста. Это я не настолько... Ну, переведите сразу уже сейчас тогда. У меня тороплюсь я уже. Да, пожалуйста. Мне необходимо вас идентифицировать, Илья. Давайте перепроверим номер вашей пластиковой карты. Вы диктуйте, я перепроверяю. Ладно, короче, я пошел в банк. Раз они там оформили, я сейчас там что-нибудь договор, я не знаю, переделают или что-то сделают. Надо по-любому сейчас это сделать же. Ильяс, нужно отменить данную операцию. Нужно подать операционную заявку. Зачем это по телефону-то делать? Потому что я звоню вам со службы безопасности, так как мы подозреваем, что компрометация. Понимаете, что ваши данные взялись из одного из отделений банка, кем-то из сотрудников. Это должно быть все максимально конфиденциально, чтобы вы, не дай бог, не попались на того сотрудника, который скомпрометировал утечку ваших данных. Понимаете, о чем я говорю? Это прямо в банке могут сделать, что ли? Прямо в банке. В банке предоставляется вся информация о ваших счетах, понимаете? То есть я сталкиваюсь с этим уже не впервые, поэтому в данный момент я пытаюсь вам помочь. Ну, я не знаю, я вам номер карты дал, вы же не смогли что-то там сделать. Нет, вы дали мне номер карты, но то есть отказ пришел отрицательный, так как нужно перепроверить. Возможно, я неправильно зафиксировал номер вашей карты. Понимаете? Продиктуйте последние 8 цифр данного. Я снова вас идентифицирую, то есть это не займет более полуминуты, и переведу вас на специалиста старшего. Вы уже сказали, переведете уже. Мне нужно идентифицировать, то есть узнать, какие правильные цифры вашего пластикового продукта, для того, чтобы была верная информация. Ладно, все, до свидания, я пошел в банк, схожу пока быстренько. Потом перезвоню вам. Вы мне не сможете перезвонить, Илья. Почему? Потому что у нас односторонняя связь. С вами когда-то связывалась служба безопасности до этого. Вы пытались когда-то звонить службе безопасности? Ну, поддержка звонила. Ну, который у меня там, короче, это было. Поддержка? Да. Это с отделения банка сотрудники. Я звоню со службы безопасности. У нас абсолютно разные регламенты по банкам. Буквально в данный момент, понимаете, мошеннические действия очень активны в нашей стране. В данный момент я пытаюсь вам помочь. Сохранить ваши денежные средства и обезопасить их. Все же я уже деньги отправил уже, там ничего нет сейчас. Я понимаю, но кредитование на 180 тысяч вас не смущает? 180? 180 тысяч рублей на ваше имя. В данный момент... Они как это как они без паспорта это делают-то? Смотрите, в данный момент вы так же само без паспорта можете войти в Сбербанк онлайн и оформить такую же заявку, вы это понимаете? Без паспорта, без каких-либо данных. То есть в данный момент данная заявка от мошенников перепроверяется, но, скорее всего, ответ будет, естественно, положительный, так как все это было зарегистрировано официально, то есть все ваши данные указаны правильно. Также, то есть, никаких смущений не дать ваших денежных средства вам, якобы вам. Не дают сомнений, понимаете? В данный момент, пожалуйста, продиктуйте последние 8 цифр вашей пластиковой карты, для того, чтобы я перепроверил и перевел вас на старшего специалиста, квалифицированного. Они сейчас что сделали? Уже взяли кредит, что ли, уже? Но я по-любому платить не буду это я не я брал, я не буду платить это. Я вас понимаю, но зачем лишние телодвижения, то есть для того, чтобы сейчас бегать, решать данные проблемы? Ну там же, наверное, все равно вот видно, что, ну, не я как бы это делаю, это мошенники. Почему? Каким образом это видно, если просто выполнен вход в ваш Сбербанк онлайн? Все счета предоставлены, понимаете? Все, короче, занят я сейчас, вот ко мне тут должны прийти. Кто? Да сейчас, короче,
В банк я схожу. Сейчас у меня пока времени нет. Потом, Илья, потом и перезвоню вам. Понимаете, что один из сотрудников, который скомпрометировал утечку ваших данных, находится там. Надо в другой банк идти, что ли? Ну, надо в другое отделение идти, да? В любом из отделений вашего города он может оказаться, понимаете? Возможно, он там может быть не один. И в данный момент я пытаюсь сделать это все максимально конфиденциально, чтобы об этом знали только я и вы. Чтобы Ой, никто этот... больше- Ладно, все, заколебал. Я занят, короче, окна ставить пришли. Давай, другого человека найди там поговорить, ладно?